Не верю. Ну не верю. Куниковский не обязан всему верить. Добрый день. В прямом эфире Тутбай ТВ вы смотрите дискуссионную программу «Угол подозрений». И с вами ее ведущие Катя Пытлева и Саша Гойшек. Здравствуйте. Я думаю, что многие наши пользователи заметили, и по нашему порталу в том числе, что в последнее время все больше начало появляться в средствах массовой информации нашей страны сообщений о педофилах и их жертвах. Причем весточки слетаются из разных регионов нашей страны. Естественно, эта тема заинтересовала не только нас, но и многих экспертов. В частности, правоохранительные органы предлагают ужесточить уголовную ответственность, увеличив срок заключения за педофилию до 10 лет. Но, по мнению экспертов, эта мера будет неэффективна, потому как преступники данного рода не проживают в тюрьме дольше 5 лет. На самые острые вопросы, которые касаются педофилии, этого явления на территории нашей страны, ответят сегодня наши гости. Сегодня у нас в гостях Александр Белянко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по наркоконтролю и торговле людьми Министерства внутренних дел. Людмила Мун, судмедэксперт, психолог, работающий с детьми и жертвами. И Андрей Маханьков, председатель правления Международного общественного объединения «Понимание». Здравствуйте. И первый вопрос. Какова же статистика данной проблемы? Насколько актуальна эта проблема для нашей страны? Ведь, как уже сказала моя коллега, в последнее время все чаще и чаще, даже за последний месяц, именно заголовки новостей все чаще и чаще мелькают подобными случаями. Насколько эта проблема известна и всегда ли становится известно о подобных преступлениях в нашей стране? Хотел бы ответить по статистике. Дело в том, что наше управление – это одно из подразделений Министерства внутренних дел, которое работает по данному направлению. То есть боремся с педофилией, но связанной именно с детской порнографией. Позже мы остановимся и объясню, почему мы связываем детскую порнографию с педофилией. Так вот, за прошлый год нашим управлением выявлено 60 таких преступлений, задержано 20 подозреваемых, по некоторым уже есть приговоры, по некоторым еще ведется расследование Следственным комитетом. Что касается детской порнографии, нами выявлено 16 таких преступлений. Хочу отметить, что большинство этих преступлений, именно детской порнографии, относятся к категории особо тяжких. И достаточно большое наказание получают лица, которые изготавливают и распространяют детскую порнографию. Не исключение и педофилия. Мы относим следующие составы преступления – это от 166 до 169 статьи. Попозже будут, я думаю, вопросы. Мы более подробно остановимся на каждой статье и объясню. Да. Вы не до конца прокомментировали вопрос. Вы сказали определенное количество случаев, 60. Много это или мало? Есть ли динамика в этом отношении? Про динамику я вам рассказать не смогу, так как я уже упомянул, мы занимаемся детской порнографией и педофилией. Изначально наша служба занималась исключительно порнографией, потом детской порнографией, когда по нашим уголовным делам и с нашей инициативы была введена новая статья в Уголовный кодекс 343 прим. Это детской порнографии. И после этого наша служба уже активно начала заниматься смежными статьями, так как, вы сами понимаете, изготавливая детскую порнографию, в любом случае здесь будут совершаться преступления смежные, то есть принуждение, допустим, ребенка к тем или иным сексуальным действиям. Обратили на это внимание и начали в прошлом году активно работать и в этом тоже направлении. Почему только в прошлом и почему, казалось бы, до этого никто не работал? Нет, это не так. Очень большую работу проделала уголовный розыск. Но уголовный розыск в основном, не исключительно, но в основном работает от заявления. Мы же стараемся работать не от заявления, не отнимать хлеб у наших коллег, а мы стараемся работать от информации, от того, что мы получаем какие-то сведения в отношении лиц, которые занимаются изготовлением детской порнографии, педофилией, и мы проводим соответствующие мероприятия, или профилактические, или оперативно-розыскные, и задерживаем преступника с поличным, допустим. Поэтому 60, про динамику я сказать не могу. 60 случаев – это то, что расследовало Управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. На самом деле есть еще большой блок, то, что сделал уголовный розыск. Александр Васильевич, какая общая цифра?
Общее количество этих преступлений по нашей статистике официальной 389. И теперь можно перейти к динамике, потому что мы имеем точную цифру 2010 года, это 269 преступлений. То есть есть вполне определенная тенденция к росту, несмотря на некоторые технические моменты. Например, в статистику случай попадает только тогда, когда по нему есть обвинительный приговор суда. И на самом деле рост числа случаев, я больше чем уверен, он связан в первую очередь с ростом доверия граждан к новым дружественным детям, не травмирующим технологиям расследования, что, несомненно, стало одним из основных факторов роста качества расследования данной категории дел. Есть на самом деле и проблемное поле в статистике. Например, граждане не имеют доступа к информации, какое же на самом деле число случаев было заявлено гражданами в правоохранительные органы. Анализируя это число, сравнивая его с числом вынесенных обвинительных приговоров, можно на самом деле анализировать ситуацию, кто где не сработал, где дела развалились, то есть на каком этапе система дала сбой. На самом деле очень важно иметь такой доступ. Опять же, возвращаясь к опыту других стран, сравнимая с нами по численности Швеция в 2010 году имела на порядок больше число приговоров суда, это почти 3000, 2992, но при этом заявлений, поданных гражданами о совершении или о подозрении на совершение подобных преступлений, было в 1,5 раза больше, 4500. Хорошо, а благодаря каким мерам улучшается доверие? Почему все-таки все большее количество граждан приходит с заявлениями? Просто долгое время, да и в наше время считается, что если уже семья столкнулась с подобным преступлением, то многие предпочитают оставлять это в рамках своего дома и, как говорится, ссор из избы не выносить. На самом деле, я уже сказал о качестве, о росте качества расследования, и мы говорим вообще о системном подходе в защите детей от насилия. То есть должна быть, я вообще на самом деле приверженец такого четкого технологического подхода. То есть есть действие, есть результат, есть инструмент, которым этот результат можно померить. Хорошо, плохо, да, где плохо, что нужно сделать для того, чтобы стало лучше. Система, на самом деле, она достаточно стройная, включает 3 основных элемента. Первый элемент – это этап сообщения о случае и инструменты сообщения о случае. В первую очередь, это различные телефоны доверия. В первую очередь, общенациональная детская линия 8 801 100 16 11. Звонок бесплатный, линия доступна на всей территории нашей страны с проводных телефонов и мобильных МТС. И туда звонят и дети, и родители, и специалисты. Конечно же, огромную часть, наверное, подавляющую часть случаев все-таки приносит не телефоны доверия и пока, к сожалению, не детская линия, а все-таки заявление граждан в милицию. То есть, когда люди сознательно готовы пройти весь этот сложный, тернистый путь расследования и приходят в милицию, подают заявление, либо непосредственно Следственный комитет, и дальше уже начинается расследование. На этом этапе включается второй элемент нашей технологической системы – это дружественные детям комнаты опроса. Это специально оборудованная комната, где работают в связке следователь и оперативник вместе со специально подготовленным, обученным психологом, который использует протокол опроса, специальный 10-шаговый протокол, адаптированный нами, взятый, очень технологичный, простой протокол американский, но на самом деле нами проделана просто титаническая работа по подготовке всех условий для того, чтобы этот протокол заработал в нашей стране. То есть это культурная адаптация, языковая адаптация. И на самом деле дети говорят, когда психолог задает им вопросы на доступном, понятном языке, фактически работая у следователя переводчиком, то ребенок чаще всего дает такие показания, которые являются качественными, надежными и принимаются судом. Третий элемент системы – расследование закончено, детей нужно лечить. Сейчас мы очень активно работаем вместе с Министерством здравоохранения над созданием такой пилотной системы на базе 4-й детской городской клинической больницы города Минска. Также система реабилитации на сегодняшний день
внедрена в социально-педагогических центрах, 10 где расположены наши комнаты опроса. Всего на сегодняшний день в стране 13 комнат опроса, но по норме для Беларуси их должно быть где-то приблизительно 50-60. То есть еще на самом деле очень много нужно Да, еще создавать. впереди большой путь, но не все ж делается, не сразу Москва строилась, и и нам тоже предстоит очень много поработать в этом направлении. Но вот хотелось бы сразу понять, о каких детях мы говорим, о каком возрасте. Белорусские дети какого возраста, я сформулирую иначе, чаще всего становятся жертвами педофилов? Есть ли какая-то группа риска? Можно я немножечко внесу некоторые поправки сразу, да, потому что меня смущает слово педофилия, да, которое часто используется. Меня оно смущает по нескольким параметрам. Все, что сейчас, то, что я читаю в средствах массовой информации и так далее, постоянно используется термин педофилия. Это неправильный термин. Педофилия – это психическое расстройство, да, которое имеет четкие диагностические критерии, относится к рубрике расстройств полового предпочтения. То есть, это медицинский термин. То, о чем мы говорим обычно, и то, о чем мы по сути говорим сейчас, это сексуальное насилие в отношении детей. Этот термин гораздо более широкий, чем педофилия. Это во-первых. Во-вторых, сексуальные насильники, по исследованиям, их ничтожная их часть являются педофилами. Просто этот термин, наверное, как-то удобен, то есть это какой-то уже на слуху, он используется, но используется он неправильно. Давайте будем говорить о сексуальном насилии в отношении детей, да, которое предполагает разные формы, разные виды его есть. Какие-то из них преследуются законом. Большинство из них все-таки, конечно, преследуются законом, потому что сексуальное насилие, в определении сексуального насилия есть одно из критериев, один из критериев подразумевает нанесение вреда ребенку, да, то есть ребенку неким актом, неким действием нанесен вред его психическому здоровью, его психическому или сексуальному развитию, да? Поэтому, ввиду того, что у нас все-таки интересы детей защищаются государством, закон стоит на их стороне, правильно? Да? И законом преследуется сексуальное насилие в отношении детей. Вот так я бы немножечко развела понятие. Да? Соответственно, тогда переформулирую вопрос, который предшествовал вашему пояснению. Дети какого возраста чаще всего становятся жертвами сексуального насилия в нашей стране? Вы знаете, по закону ребенок – это лицо, не достигшее 18 лет. Просто в некоторых странах речь идет скорее, все чаще, о тех подростках, скорее о подростках, то есть от возраста от 11 до 15 лет, потому как они активны в социальных сетях, там, собственно, они находят тех, кто потом становится преступниками. В некоторых странах это скорее речь идет о детях от 5 до 9. У нас такой градации нет. Не то, что у нас нету, это везде одинаково. Да, на самом деле это везде одинаково. Есть диапазон детей до пубертатного возраста, они становятся жертвами насилия чаще всего внутрисемейного, внесемейного насилия. Есть дети пубертатного периода, они тоже могут быть жертвами, но, может быть, немножечко изменяется, другие виды насилия, да? Формы, да. Другие формы насилия. Но вообще, на самом деле, считается, что количество в любом обществе, оно достаточно пропорционально одинаково, да? Когда мы говорим о том, что в Швеции в 10 раз больше обвинительных заключений было по делам о сексуальном насилии в отношении детей, мы говорим не о том, что у них в 10 раз больше преступников. Мы говорим о том, что у них в 10 раз выше выявление этих преступлений. Да? Мы об этом говорим. Плюс шире диапазон криминализации.
То есть у нас на самом деле до сих пор нету некоторых понятий, которые криминализованы в той же Швеции и других странах. Например, наше МВД очень активно сейчас борется за то, чтобы у нас в Уголовном кодексе появилась новая статья «Груминг». Да, Александр Васильевич? Да, мы делаем определенные шаги. В настоящее время нас поддержал парламент, много государственных органов, Следственный комитет, Генеральная прокуратура. Мы сейчас пытаемся изменить одну статью, вот, про которую вы назвали 10 лет лишения свободы. Да, действительно, по статье 168 сейчас предусматривается всего лишь 5 лет лишения свободы, а это действие сексуального характера. Человек может совершить данное преступление в отношении одного человека, в отношении 10, допустим, мальчиков или девочек, он все равно больше 5 лет лишения свободы не получит. Либо человеку, у которого есть некая ответственность за ребенка, это, допустим, родитель, это педагог, который очень часто и в силу своих каких-то обязанностей общается с ребенком и имеет на него воздействие, психологическое воздействие. И много уголовных дел у нас расследуется, и окончено расследование данных дел, вынесены приговора именно педагогам, родителям, которые совершают преступление данного вида. Поэтому мы сейчас стараемся изменить норму этой статьи, внести дополнительную часть в этой статье, где предлагаем предусмотреть ответственность до 10 лет лишения свободы. Но это не означает, что у нас нет более строгого наказания. Если человек совершил более тяжкие преступления, у нас есть статья 167, например. Там есть часть 3, которая предусматривает лишение свободы до 15 лет. И если человек совершил ряд особо тяжких преступлений, то это наказание может путем сложения быть увеличено до 25 лет лишения свободы. Примеры такие есть, и даже ваш портал недавно публиковал статью, где преступнику было выше высшего назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Это наши коллеги из уголовного розыска проводили мероприятия по этому делу. Поэтому работаем и после этого шага, это очередной шаг. Первый шаг был, это внесение в Уголовный кодекс 343 прим. Детской порнографии. Сейчас мы пытаемся здесь чуть-чуть подкорректировать в соответствии с международным опытом. Мы очень часто приглашаем к себе экспертов, сами приезжаем в какие-то другие страны, изучаем законодательство тех стран, практику работы. То есть не всегда то законодательство можно и у нас применить. Определенная практика должна быть выработана. Где-то какие-то ошибки, где-то какое-то законодательство, возможно, и не работает. И в той стране и у нас не будет работать. Поэтому смысл работать в направлении в этом смысла нету. Но в этом отношении сразу же груминг. вспоминается Россия, в которой решили вот с недавнего времени практиковать пожизненное наблюдение за людьми, которые совершают подобное правонарушение. В других странах практикуют добровольную химическую кастрацию. Что-то подобное в Беларуси может быть? И вообще, будет ли это эффективно? Вы знаете, в конце концов, решать о пожизненном наблюдении это будут уже законодатели. Но хочу сказать, у меня таких данных нету про Россию. У меня есть данные другие, европейские данные, допустим, Великобритании. Там лицу, который совершал преступление сексуального характера в отношении детей, суд может назначить такой вид наказания, как запрет на рождение детей. В каком смысле? Если преступник освобождается из места лишения свободы, был осужден за эти преступления, и у него создается новая семья, у него рождается ребенок, ребенка из семьи изымают. И сколько бы детей не родилось, несмотря на то, что мать не имеет отношения к этому преступлению, все равно ребенка изымают из семьи. Это опыт Англии. Поэтому в разных странах разные методы профилактики, и в том числе и наблюдения за педофилом. По поводу химической кастрации, может, расскажут коллеги? Я не знаю, я не могу сказать очень... Но я все-таки больше психолог, нежели психиатр. Да, наверное, все-таки это психиатрам и сексологам вопрос обращен. Но
Вообще я хотела бы обратить внимание, да, все знают о высокой рецидивности данного вида преступлений, да, потому что, ну, классическая педофилия – это расстройство, которое не лечится, да, потому что есть много данных по поводу попыток разным способом их вылечить, разные виды терапии, там, лекарственные какие-то, фармакологические методы, но глобально все равно большинство исследователей приходит к выводу о том, что это не лечится. То есть лечение направлено не на лечение вообще расстройства, потому что это невозможно, а направляется на снижение, на контроль над импульсами, да, то есть контроль над своими желаниями, контроль над своим поведением, да, вот. Ну, насколько это возможно, это тоже вот сложновато. Ну, гормональная терапия, я так понимаю, таким образом это достигается. Но я все-таки, я поддерживаю вот изо всех своих всеми своими чувствами, всеми своими побуждениями я поддерживаю необходимость изменения законодательства в плане дополнительного контроля над лицами, которые были осуждены за сексуальное насилие в отношении детей и освобождаются из мест лишения свободы, допустим, да, я считаю, что над ними контроль должен быть, потому что в настоящее время этого контроля нет, вот он законодательно никаким образом не прописан, и поэтому мы имеем случаи, во-первых, рецидива, а во-вторых, в общем-то, каких-то странных ситуаций. Например, я не понимаю, каким образом получается, что педагог, который отбыл длительный срок за насильственные действия в отношении малолетних, но потом почему-то становится учителем в школе. Я этого не понимаю. Я считаю, что государство должно контролировать это, да, то есть должны какие-то измениться нормы законодательства для того, чтобы ограничить доступ к детям лиц, которые совершили ранее преступления. Ну вот у нас приезжал эстонский прокурор, да, Рауль Хейдо, рассказывал о том, что у них все лица, которые отбыли наказание по этим статьям, которые были осуждены по этим статьям, они все находятся на учете, и вот эта вот система учета, к ней есть доступ у работодателей. Да? То есть ты подал заявление на прием на работу, допустим, в школу, кочегаром, слесарем, не знаю, дворником. Ты должен пройти контроль, тебя должны проверить по базе данных, не являешься ли ты в прошлом преступником в отношении детей. У нас в стране есть такая норма, но она носит рекомендательный характер. Есть постановление Совета Министров, в котором рекомендовано проверять вот этот послужной список, в кавычках, людей, которые поступают на работу в учреждения образования. Но, уважаемые друзья, на самом деле учреждение образования – это совершенно маленький сегмент того большого мира, с которым соприкасаются дети. Дети бывают и в учреждениях культуры, и в спортивных секциях. Дело велосипедистов, так называемых, да, это, квази, да, лже-спортивная секция, но, тем не менее, родители верили, что дети ходят заниматься спортом. Дети ходят в магазины, дети соприкасаются с очень многими субъектами общественных отношений. И на самом деле это можно было бы отрегулировать не только законодательным так называемым запретом на профессию, но еще и принятием специальных политик по защите детства в каждом учреждении. Они есть типовые, мы можем предложить каждому учреждению принять у себя такую политику, причем это абсолютно добровольно. Тем самым каждый субъект общественных отношений демонстрирует: мы защищаем детей, мы заботимся о том, чтобы среда, в которой находились дети в рамках нашего учреждения, была безопасной. А где чаще всего белорусские педофилы, люди, которые страдают подобным заболеванием, где они чаще всего находят жертв? Это вот, как вы говорите, это все-таки это реальные, какое-то, в реальном мире, да, вот в школах, в лжеспортивных секциях, или же это все-таки так называемые сетевые педофилы? Я попрошу показать фотографию, которую я сделал в одном из спальных микрорайонов города, где указано, что чаще всего
что вот ваш ребенок чаще всего сидит в интернете, и там подобные добрые дяди находятся. То есть, как бы, чаще всего это все-таки интернет, или же это все-таки реальное? Везде. И реальная жизнь, и интернет. К сожалению, с развитием интернета почему-то вот приходится говорить, к сожалению, с развитием интернета. Данным лицам, то есть преступникам, предоставлены безграничные права в этом, возможности в этом направлении. И много очень детей страдает именно общаясь в социальных сетях со знакомым ему по переписке мальчиком, которому 14 лет, да, вот и фотография классная, и давай с тобой встретимся, пообщаемся. Оказывается, это не мальчик, которому 14 лет, а дядя, которому 45 или 50. Вот. Также данные преступники находят детей в таком обычном месте, как железнодорожный вокзал. Спортивная площадка возле школы. Давайте покатаемся на скейте вместе. Хочу рассказать суть проблемы. Педофил, ну, как мы уже говорим в кавычках, да, это человек от природы, ну, человек тоже, наверное, в кавычках, от природы, обладающий способностями очень хорошего детского психолога. Основная масса совершенных преступлений, которая проходила по моим делам, основная масса, хочу подчеркнуть, потерпевшие говорили, что вот этот дядя, он хороший. Даже в суде говорили, что он хороший. Педофилы делают так, что ребенок чувствует свою вину в этом, но никак не преступника. Преступник, он хороший. А в основном почему хороший? Потому что родители не то, что не контролируют интернет и ребенка, контролировать невозможно и не нужно. А у родителей пропадает связь с ребенком, просто связь. Родители занимаются работой, но это нормально, заниматься работой, зарабатывать деньги. Родители занимаются еще какими-то вопросами, друзьями, но ребенку каждый день уделяется все меньше и меньше внимания. И вот этот потенциал поглощения внимания ребенок переключает на знакомого дядю, которому на 10 лет больше, на 20 лет больше. И вот этот знакомый дядя водит их по Макдональдсам, вникает в проблемы ребенка, с кем он дружит, с кем он не дружит, хорошо курить или плохо. И постепенно склоняет ребенка к сексуальным отношениям. Вот это то, о чем мы чуть выше говорили, это груминг. За этот груминг, за склонение ребенка к сексуальным отношениям есть в большинстве стран Европы, в том числе и в Америке есть уголовная ответственность. Мы, надеюсь, скоро к этому тоже придем. Хотелось бы раз... Да, конечно. Если раньше интернет у детей можно было легко контролировать, да, в доме был один стационарный компьютер, ящик, да, и был такой простой совет: поставьте этот ящик в общей комнате, чтобы ребенок там вот был на виду всегда, знал простейшие правила там безопасности, поставьте какое-нибудь ограничение доступа, домашний еще что-нибудь. Да, домашний контроль. То есть на самом деле все было просто. Сейчас у каждого ребенка собственный девайс. И вот это на самом деле приводит к тому, что детям нужно объяснять. То есть как только ребенок взял в руки девайс и научился пользоваться поисковиком, то есть ему нужно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. То есть без этого ну никак. Совершенно прав Александр Васильевич, говоря о том, что мы все больше и больше утрачиваем эмоциональную связь с детьми. Вот это на самом деле является основой опасности, которая поджидает детей в интернете, и не только в интернете, и в реальной жизни тоже. На самом деле я не знаю, что сделать нужно, но родителей нужно реально позволить им оторвать, что ли, голову от сахи выживания и больше все-таки заняться воспитанием детей, отношениями между супругами, реально заняться своей собственной семьей. То есть самой ячейкой общества, тем кирпичиком, разрушив который мы... Да. Я бы тоже немножко добавила, ну, как психолог, да.
Ну вот, смотрите, есть наиболее часто встречающиеся 3 вида сексуального насилия в отношении детей. Есть внутрисемейное насилие, да, когда насильником является член семьи. Родитель, лицо замещающее родителя, там, сожитель матери, предположим, да, или сожительница отца, близкие, которые проживают в одной семье, там, бабушка, дедушка, кто угодно, родственники, как правило. Это внутрисемейное насилие. Есть внесемейное насилие. Это лица, которые имеют доступ к ребенку. Да? Это педагоги, тренеры, ну вот о чем мы говорили, люди, которые общаются с ребенком. И еще такой вид, как уличное насилие, ну так условно говорят, имеется в виду те виды насилия, насилие со стороны лиц ранее незнакомых. Да, это, как правило, внезапные нападения какие-то, вот такие вот. Так вот, когда речь идет об уличном насилии, оно практически всегда выявляется. Да, потому что ребенок не чувствует себя виноватым, он сразу бежит к взрослым и рассказывает о том, что произошло, и начинается как бы расследование там, и все мероприятия. Вот. Но в ситуации внутри семейного насилия и вне семейного насилия, да, и дети молчат. Дети очень часто молчат. Механизмы немножко разные. Психологические механизмы этих видов насилия, они отличаются друг от друга тоже. В случае внутрисемейного насилия, что мы имеем? Мы имеем взрослого и ребенка, который просто испытывает доверие к взрослым. Ну, это так должно быть, это нормально, да, когда дети доверяют взрослым и думают о том, что то, что взрослый делает, это нормально и правильно. Да, он же взрослый. Тем более это родной взрослый, это может быть отец. Это часто отец. Взрослый насильник, он контролирует. Он контролирует ситуацию, в которой живет ребенок, он контролирует контакты ребенка. Он имеет очень много времени для того, чтобы выстроить свою стратегию. Каким образом сделать так, чтобы ребенок никому не рассказал, да, то есть это ж внутрисемейное насилие, это редко бывает чистое насилие, да, там заставил. Не всегда так. Это обычно такое постепенное вовлечение, уговаривание там, и так далее. Когда мы имеем дело с внесемейным насилием, то, о чем вот учителя, там, и, вообще люди, которые имеют доступ к ребенку, тут, это разные исследователи говорят о том, что базой для этого является недостаток, неудовлетворенная потребность ребенка во внимании, понимании, любви, доверии, тепле, вот это. Да? Вот когда в семье этого не хватает, ребенок ищет того взрослого, который ему это даст. А взрослые, как уже говорилось, они умеют манипулировать детьми. Они что же это делают не сразу? У них есть своя стратегия. Да? У них есть своя стратегия манипуляции ребенком. И сначала они завоевывают его доверие. Сначала они формируют привязанность ребенка. Постепенно начинают производить какие-то действия с ребенком. Чаще всего с меньшего к большему, да, то есть начинается это от прикосновений, поглаживаний и заканчивается сексуальными актами, да, вот. Опять-таки на это есть у него время, на развитие отношений, да. Ребенок сначала не говорит, потому что он привязан и потому что он не понимает, что происходит, а потом ребенок молчит, потому что ему стыдно, потому что преступник делает так, что ребенок чувствует себя виноватым в том, что произошло. Дети очень часто молчат из-за чувства вины и из-за страха, что их обвинят и не дадут им поддержку. Их не встанут на их сторону. Как только вы показываете ребенку, что вы на его стороне, ему становится в 1000 раз легче, и он может начать говорить.
Ну вот хотелось бы о тех поговорить, кто окружает детей не семейные. О семье еще поговорим мы. Именно о тех, кто совершает подобного рода преступления, будучи педагогами, тренерами, о которых мы говорили. Вот можно ли какой-то такой портрет, фоторобот составить в общих чертах таких вот правонарушителей на территории нашей страны? Это мужчины ли? Какого возраста? С образованием, без. Ну, вы уже сказали, что они искусственные манипуляторы. Для того, чтобы быть тонким психологом, на мой взгляд, нужно быть начитанным и в какой-то мере образованным человеком. Или нет? Какие они, вот, белорусские педофилы, это ж если уж совсем утрировать? Я не знаю, я вообще не понимаю фразу «белорусский педофил». Да? Они везде одинаковые. Эти лица, они везде одинаковые. Есть какая-то определенная статистика исследовательская, да, что чаще всего это мужчины, да, чаще всего, именно у педофилов чаще всего там есть базовые, скажем так, дефицит некоторый, дефицит, это правильно сказать. Вообще по статистике у них чуть-чуть ниже интеллект и минимальная мозговая дисфункция, то есть органической природы, как правило, присутствует, но это исследователи говорят. Вот. Чаще это мужчины, там возрастной диапазон я не знаю. Нами задержался преступник, которому был и 21 год. И в 21 год этот педагог-психолог минский совершил более 100 преступлений уже. По уголовному, в результате расследования нами установлено более 50 особо тяжких преступлений. Вот вам и 21 год. Задерживались преступники, которыми 50 лет. Поэтому говорить конкретно, что это педагоги исключительно, говорить конкретно, что это лица, которым 50 лет, невозможно. Есть и женщины, которые совершают данные преступления. Их, конечно, мало. Вот здесь вот мы по своей статистике можем сказать, что женщин гораздо меньше, чем мужчин. А вот возрастной ценз, либо какие-то характерные черты лица, либо поведение человека, нет, такого сказать нельзя. Но это однозначно те лица, которым предоставлен легкий доступ к детям. Либо они сами его добиваются. Либо они сами его добиваются. Но нельзя говорить, что все педагоги совершают это преступление. Понятно, конечно. Это в корне неверно. Просто есть такие лица, у которых легкий доступ к детям, потому что он педагог. И вот его, скажем так, в какой-то момент сломало, повернуло, в том числе, можно сказать, что он начал коллекционировать детскую порнографию, и это привело к совершению данного рода преступлений. Это тоже одна из мировых статистик, и много очень исследований в этом направлении, что коллекционирование детской порнографии зачастую приводит к совершению преступлений вот такой направленности, именно сексуальным отношением в отношении детей. И очень часто среди людей, совершающих преступления против половой неприкосновенности детей, наблюдается такое, что в детстве, то есть у них в анамнезе наблюдается такая же травма. То есть они сами были либо жертвами сексуального преступления, либо жертвами вообще жестокого обращения. Очень часто это дети авторитарных матерей. Очень часто это дети, которые не имели достаточно внимания, ласки, любви. И есть достаточно большой процент среди преступников детей, которые воспитывались в учреждениях, а не в семьях. Насколько часто изменения в поведении ребенка могут заметить близкие люди, и на что следует обратить внимание педагогам, учителям и родителям? Особенно, ребенка, да, Людмила, хотелось, чтобы вы, наверное, пояснили ситуацию. Вы говорили о том, что если преступление совершается внутри семьи, ребенок никому ничего не рассказывает, доверяя родителям, опекунам, тем людям, которые его окружают. Как же тогда раскрываются подобные преступления? Внутри семейные чаще всего случайно. Чаще всего, когда ребенок кому-то проговорит. Он все-таки, его как-то все равно это напрягает и мучает, и он где-то находит другого,
члена семьи, предположим, или рассказывает какому-то педагогу, например, которому доверяет, да, и это выявляется и раскрывается. Вот. Сам ребенок, а кому он пойдет? Кому ребенок пойдет рассказывать об этом, если это творится внутри его семьи? По поводу того, как выявлять к чему присмотреться, спектр психических и поведенческих нарушений, да, в результате, как последствия сексуального насилия, он очень широкий. Очень широкий. Это может быть, например, учителя могут обратить на резкое изменение в успеваемости. Да. Это очень часто спектр таких тревожных нарушений. Ребенок становится неуверенным, замкнутым, изменяется, он изменяется в поведении. Кстати, это касается подростков чаще всего. У подростков, которые становятся жертвами сексуального насилия, у них, как правило, изменяется весь рисунок поведения сразу. То есть они резко изменяются в поведении, они могут становиться агрессивными, они могут начинать употреблять спиртные напитки ни с того ни с сего. Там, да? У них возникают какие-то бурные реакции там, эффективные, они могут пытаться покончить жизнь самоубийством. На все это надо обращать внимание, но часто не замечается, потому что считается, что подростки в принципе склонны к каким-то резким таким шагам. Вот. У детей более младшего возраста, как правило, это нарушение невротического уровня. Это повышение тревожности, нарушение сна, они какие-то такой спектр идет. Просто надо быть более внимательным. Могу привести даже один из примеров расследования уголовных дел, выявления преступлений. Ребенок, 12-летний мальчик, отлично учится в школе, все здорово. Вдруг резко меняется поведение в школе, начинает приносить плохие оценки, плохо учиться, начинает бить детей. Какая реакция родителей? Ты плохой? Тебя надо наказать. Что ты делаешь? Мы поговорили с учителями, нам классная это рассказала. Что ты делаешь? Ты нас позоришь. В результате ребенок чуть не покончил жизнь самоубийством. А родители узнали о том, что случилось на самом деле с ребенком, почему изменилось его поведение, только из того, что я им рассказал. Когда я приехал, сказал: извините, ваш ребенок стал жертвой педофила. То есть ребенок вам рассказал, а не родителям? Да. Ребенок мне рассказал, да, у меня были объективные данные, но вы поймите, как поступили неправильно родители. Они не выяснили, почему изменилось настроение, почему изменилось поведение у ребенка. Для детей или, для детей, для подростков есть такое характерное явление, как цветущий вид ребенка. То есть ребенок живой, глаза у него горят, любознательный, подвижный, играет, шалит. То есть, из него брызжет, да, на самом деле энергия. Это норма. Это норма для всех детей. На самом деле, каждый из нас может погрустить. У каждого может случиться какая-нибудь маленькая печалька в жизни, недопонимание с теми же родителями, сверстниками, братьями, сестрами. То есть это все бывает. Но когда такой нецветущий вид становится нормой, когда у ребенка серое лицо, синяки под глазами, вечно опущенный какой-то блуждающий, отстраненный взгляд, то есть на самом деле на это нужно обязательно обратить внимание. Совершенно правильно. Успеваемость – это самый-самый яркий индикатор. Успеваемость и изменения в поведении. На самом деле нецветущий вид может появиться от разных причин. Ребенок, может быть, просто заболел. Но если это вдруг случается, и у ребенка все в порядке со здоровьем, хорошие анализы и все остальное, на самом деле тогда нужно хотя бы для начала просто поговорить. И опять мы возвращаемся к тому самому доверию между детьми и родителями, той самой эмоциональной привязанности, которая, к сожалению, далеко не всегда присутствует. Ну, а допустим, если один из членов семьи заметил, что с ребенком что-то не так,
допустим, у него есть подозрение, что в этом замешан кто-то, опять же, из близких родственников. Естественно, ребенок, допустим, в семье не раскроется. Куда обращаться? Куда идти? Вот если я, допустим, один из родителей, я подозреваю, что что-то не так. Вот, ну, чует, допустим, материнское сердце. Давайте, наверное, разберемся. Чует или есть факты? Если есть факты, 102, но многие предпочитают, согласитесь, закрывать глаза на подобные милиция, немедленно заявление. Почему? На сегодняшний день есть очень много исследований, которые показывают, что непролеченное, нераскрытое насилие влияет на самом деле на 23 сферы человеческой жизни. Начиная от риска роста сердечно-сосудистых заболеваний в 2,3 раза, риска появления онкологии в 1,7 раза, падение успеваемости в 5 раз, риск промискуитета в 5 раз, риск появления, скажем, ситуации безработицы и невозможности реализоваться на рынке труда до 3 раз. На самом деле это страшные цифры. Если не выявить, не пролечить, не обратиться вовремя, с этим можно столкнуться. Соответственно, об этом нужно рассказывать. Второе, нужно пресекать деятельность негодяев. Соответственно, нужно обязательно заявить. Если есть факты, милиция сработает четко. Если есть вдруг подозрения, на самом деле я еще раз призываю всех активно задавать такие вопросы на общенациональную детскую линию. Значит, 8 801 100 16 11, звонок бесплатно, можно позвонить. И квалифицированный детский психолог ответит на все вопросы, которые волнуют. Есть подозрения, есть какие-то индикаторы, да? Они расскажут, успокоят и дадут, самое главное, кризисную помощь, окажут кризисную помощь прямо по телефону звонящему. Подозрение, ну да, чует сердце, лучше, конечно, позвонить, потому что, ну, нет на сегодняшний день, к сожалению, у нас культуры обращения в психологические службы, да и они не особенно развиты, потому что даже при большом количестве психологов и педагогов социальных в системе образования, чаще всего их социальный портрет – это молодая девочка, только закончившая институт, не обладающая никаким жизненным опытом, только, ну, той суммой знаний, которые дали в университете. И очень часто родители просто считают, что их жизненный опыт намного важнее и весомее тех знаний, которые имеет профессионал, работающий в школе. Ну, детская линия, да. Хорошо, еще хотелось бы поговорить о тех самых добрых дядях, с которыми дети сталкиваются на улице, в секциях, ну, собственно, вот дело велосипедистов, о котором вы упоминали. Многие родители это и не подозревали, что происходит в данной спортивной секции. И, естественно, опять же, тут можно говорить о невнимательности родителей к тем, что делают их дети, кто проводит с ними время. Но все-таки, если родитель, допустим, после нашего эфира, или после очередной новости о насилии в отношении детей задумается, как ему распознать вот таких вот добрых дядей в окружении своего ребенка. Наверняка тоже есть какие-то индикаторы и маркеры. Ребенок активно начинает общаться, ну, предположим, с педагогом. Он начинает активно общаться не только на занятиях, но и после занятий. Доходило до того, что педагог приходил в семью, общался с родителями. Вот здесь надо задать вопрос, а какой интерес у педагога? Я образно говорю, что педагог – это может быть любой мужчина, который, допустим, старше на 10-15 лет ребенка. Какой интерес у этого мужчины общаться с данным ребенком, даже знакомясь с родителями? Вот здесь один из маячков. Надо распознать эту ситуацию, надо снова же обратиться к ребенку и попытаться наладить какой-то диалог, вникнуть в его нынешние проблемы, узнать, чем ребенок живет, чем интересуется. Но мы все приходим к тому же знаменателю. Внимание, любовь, да. Наверное, самый простой, но и самый сложный знаменатель. Ну, даже любящие родители иногда могут, ну, не досмотреть. Ну, всякое бывает. Могут не досмотреть, да, и много таких было дел, что вроде бы в семье все замечательно, но так получилось. Таких
случаев тоже хватает, и нельзя выписать какой-то определенный рецепт на лекарство, чтобы вот 100% вылечить эту семью, этого ребенка, и сразу узнать, вот поставить, да, вот он общается с таким человеком, этого делать нельзя. Тоже ребенку нельзя запрещать общение, он уйдет просто, он замкнется, закроется, изменит свое поведение, будет общаться вне. Но все-таки каким-то образом можно отфильтровать, ну, или, если так можно сказать, окружение ребенка? Ну, вот какие советы вы дали бы родителям? К кому присмотреться? В каких случаях? Ну, чтобы не выглядеть параноиком при этом, опять же, родителю. Ну, мне видится, что, во-первых, присмотреться к людям, к взрослым лицам, которые, ну, скажем, неадекватно много внимания уделяют вашему ребенку, да, и, ну, как бы все-таки и взаимный такой вот интерес при разнице там 10, 15, 20 лет, да, в нем есть что-то не очень необычное, и задаться вопросом и поговорить со взрослым человеком, и поговорить с ребенком. Но очень важно вообще вот как бы вот в процессе, наверное, вот в динамике вот формирования взаимоотношений с ребенком всегда оставить открытой дверь. Всегда оставить ребенку возможность обратиться. Вот меня очень пугает ситуация, когда ребенок не может со своей проблемой, свою проблему заявить взрослому, ну, родителю, да? Почему они не идут к родителям и не говорят, что этот дядя что-то там мне сделал, да? Он меня как-то так трогал, или он там меня к чему-то принудил. Почему они не идут к родителям? Потому что родители, они не дали вот эту калиточку, не открыли эту дверку, я не знаю. Так. Андрей, раз. На самом деле нормальные дружеские отношения могут складываться у детей с различными людьми, да, и со сверстниками, и с родственниками, и с людьми, которые, скажем, являются даже там и соседями, и коллегами родителей по работе. То есть на самом деле, ну, это нормально. Я согласен с тем, что когда такие отношения приобретают уж очень, что ли, очень яркие, очень выраженные черты привязанности, на это следует обратить внимание, конечно же. И почаще нужно разговаривать с ребенком. Просто разговаривать. Спрашивать, ну, как дела у тебя, расскажи. А у меня дела вот так. Рассказать ему про себя, про свое, что у тебя за день произошло. То есть нормальное человеческое общение и сохранение привязанности, причем такой искренней привязанности, оно всегда давало хорошие результаты. Именно в таких семьях растут хорошие дети и растут в безопасной среде. Александр, у меня вопрос прежде всего к вам следующий. Вот. Каково ваше отношение к так называемым гражданским охотникам за педофилами, которые в интернете находят подобных любителей клубнички, снимают все на видео, часто это сопровождается какими-то побоями, потом это все сдают в милицию. Было за последнее время 2 очень громких случая в Беларуси подобных. Законно ли это, эффективно ли это, и много ли преступлений раскрывается благодаря подобным активистам, так скажем, добровольцам? Хочу сразу сказать, что вот эти задержания, избиения, съемки – это незаконно. Это незаконно. Есть 2 рода так называемых, 2 так называемые организации якобы стоп-ублюдки и реальные стоп-ублюдки. Так вот, одни якобы стоп-ублюдки, они действительно переписываются с кем непонятно, потом выезжают, встречаются, избивают человека, снимают и якобы передают в правоохранительные органы. Только ни одной такой передачи в правоохранительные органы не было. Это все якобы. Мы против этого. Но есть и граждане с нормальной гражданской позицией, которые действительно переписываются, общаются. И на этом стоп. И на этом они всю информацию передают нам. Мы с такими лицами уже давно работаем, достаточно давно. Выявляется преступление, преступник несет заслуженное наказание. В первом же случае преступник, если допустим, что это на самом деле был преступник, я не исключаю такой возможности,
преступник наказания никакого не понесет, кроме как вот какая-то публичная порка. По-другому я называть не могу. И он дальше будет совершать преступление. Годик он посидит, отдышится, найдет другую сферу общения и будет совершать дальше. Уйдет в подполье еще больше. Уйдет в подполье, нам еще сложнее станет его выявить, привлечь к установленной законом ответственности. Ну вот такие благодетели. Есть на самом деле хорошие лица с гражданской позиции, которые действительно, я не говорю, что каждому надо бежать в милицию вот по каждому подозрению, но на самом деле, если ведется какая-то определенная переписка у людей, которые обладают какими-то познаниями в интернете, временем, зачастую нам времени на это не хватает, как сотрудникам правоохранительных органов, они уже сразу нам приносят комплекс какую-то информацию, где четко прослеживается, что да, в переписке видно, что вот этот человек конкретно склоняет другого человека, якобы мальчика там, или девочку маленькую, к сексуальным отношениям. После чего мы проводим соответствующие мероприятия. И но ведь на привлекаем. данном этапе законодательство еще не предусматривает наказание за подобное. Наказание есть только непосредственно за насилие, или как это выглядит? Да, на данном этапе, к сожалению, пока за груминг у нас нет уголовной ответственности, но если этот человек действительно совершает преступление, либо совершил преступление, то в процессе проведенных нами неотложных мероприятий мы установим, какие преступления он до этого совершил, и мы его деятельность пресечем. Мы, конечно, не можем сидеть и смотреть, когда он будет общаться с ребенком, в том числе и в сексуальном плане. Мы этого не позволим сделать. Были такие дела, когда мы реагировали и практически моментально пресекали деятельность, задерживали. Вот. Ну вот есть, да, небольшой пробел в законодательстве, но будем работать в этом направлении. Я думаю, все у нас получится. Будет у нас и какая-то ответственность за груминг. Это будет достаточно серьезной мерой профилактического характера. Пускай эта ответственность будет даже какая-нибудь административная. Но человек подумает, коллекционировать ему детскую порнографию, или он с тем посылом, что он переключится и станет совершать преступления данной направленности. А ведь по мировой статистике от коллекционирования детской порнографии до убийства ребенка это 2 шага. Коллекционирование, так называемая педофилия, и убийство ребенка. Все связано. Все очень связано. Вот хотелось бы как раз о детской порнографии и поговорить. Ну, да. Да, есть еще тут взгляд, как говорят, с чердака, или, как раньше говорили, ну да, 6-го этажа, была когда-то такая в советское время телепередача, из гражданского общества. На самом деле мы, как международное общественное объединение понимания, приветствуем любую гражданскую инициативу в наших секторах. Да? То есть я говорил, что в нашу технологическую почку могут попадать разные дети. В том числе дети, которые там ушли из дома, убежали, пропавшие дети, ставшие жертвами эксплуатации. У нас есть такой центр содействия розыску пропавших эксплуатируемых детей. И на сегодняшний день очень бурно развиваются разные гражданские инициативы в этих направлениях. Например, поисковые отряды. Да? То есть они ищут и взрослых людей, пропавших, и детей. И вот, например, вот эти гражданские охотники за педофилами. Да? На самом деле, тоже я солидарен с Александром Васильевичем в том, что не переходить черту закона. Да, действительно, у кого-то есть такое желание, это очень хорошо. Есть простой закон: природа не терпит пустоты. Там, где нет времени у сотрудников правоохранительных органов, есть добровольные помощники, которые могут собрать эту информацию и передать ее в соответствующие органы. Да, и это нормально. Когда появится статья за груминг, станет легче. Сейчас тоже вполне можно расследовать, потому что, да, 2 шага, действительно 2 шага. А есть еще один момент. На самом деле гражданское участие, и я бы сказал, наверное, гражданский контроль за всем этим процессом, он необходим. Потому что на сегодняшний день имеют место прекращение дел, отказы в возбуждении уголовных дел, в том числе и связанные с давлением так называемого педофильского лобби. Мы, наверное, не будем здесь сотрясать воздух там громкими заявлениями, что в Беларуси существует мощное педофильское лобби. Оно есть. Насколько оно мощное, мы не знаем. Но оно есть. Потому что на сегодняшний день
скажем, есть неофициальная информация, что звонят высокопоставленные чиновники, просят прекратить дело в отношении того или иного человека, либо еще что-либо сделать. На самом деле, я хочу сказать, что ведь лоббист, он может и не быть педофилом. Просто когда-то они учились с человеком на журналистском факультете. В частности, мы говорим о Брестском случае. Когда-то они были близкими друзьями. Мы говорим опять же об этом случае. Когда-то они там крестили детей, пили водку вместе или еще что-нибудь. Что-то связывает. Но не верит человек, что Иван Иванович там, или Петр Петрович вдруг стал вот таким вот. Вдруг стал. Он не вдруг стал, он был. Просто тщательно скрывал это все. И на самом деле эти высокие люди, они просто попадают в просак. Они бросают тень на свою собственную репутацию, становясь на защиту педофилов. И когда мы говорим об этом, когда мы рассказываем людям о том, что они на самом деле подвергают себя значительному риску, репутацию, наработанную годами, там, службы Родине и так далее, ну, хотя никто не исключает, что среди них тоже есть любители детской клубнички. Вот, кстати, о детской клубничке, так как уже времени осталось у нас немного, обещали эту тему тоже поднять. Александр, к вам в первую очередь вопрос. Австралия, проблема распространения и создания детской порнографии для нашей страны. Увеличивается ли количество подобных правонарушений и вообще какое наказание за это действует на территории Беларуси? Я бы не сказал, что она достаточно острая. Эта проблема есть, она нами контролируется. Как я выше уже обозначил, нами в прошлом году выявлено 16 преступлений данного направления. Но, как я уже... про наказание. Это максимальное наказание, это до 13 лет лишения свободы. Эта статья введена в 2008 году, до этого было максимум 4 года, по-моему, лишения свободы. В 2008 году, да, введена. 13 лет лишения свободы, это должен быть малолетний ребенок, то есть до 14 лет. За создание, в том числе и распространение. Единственный недостаток, небольшой такой минус, нам бы хотелось видеть еще и коллекционирование. То есть конкретный поиск, допустим, порнографических снимков или любых других материалов и коллекционирование, раскладывание по папкам. Почему? Потому что, как я говорил, это может привести к педофилии. Вот. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да. Ну и напоследок еще, конечно, хотелось бы поговорить о самих детях. Я думаю, наверное, Людмила, в первую очередь, вам, как психологу, стоит об этом упомянуть. Мы говорили о том, что педофилами частенько становятся те люди, которые сами пережили насилие в детстве, какого бы то ни было рода. Так вот, возможно ли, чтобы у ребенка не осталось этой психологической травмы на всю жизнь? Возможно ли, что он вырастет психически здоровым человеком? Ну, понятно, что каждый случай индивидуален, а насколько долгая, кропотливая эта работа? Как это происходит? Давайте начнем с того, что эта работа должна вестись. Да? Вот. Я очень благодарна Андрею Михайловичу за его такой вот... Я очень уважаю его системный подход к проблеме, потому что проблема действительно это выявление, это работа со случаем, да, и это коррекция, да, реабилитация. Вот. Пока системы такой нет, то есть она формируется, она находится в стадии формирования, она должна быть. Она должна быть, и я считаю, что государство должно работать тоже системно в этом направлении. Я больше всего участвую как специалист или как эксперт на стадии на второй стадии, да, когда уже случай выявлен, и меня просят поговорить с ребенком. Я очень трепетно отношусь к проекту этому, созданию сети дружественных детям комнат опроса, потому что я вижу эффективность. Я вижу высокую эффективность как в интересах детей, так и в интересах правоохранительных органов. Я считаю, что я работаю на всех. Да? Что делается для детей? Детям удобно, легко и менее травматично давать информацию. Когда ребенок после опроса выходит и обнимает меня, это значит, что
в отношении ребенка все хорошо прошло, да, или когда ребенок мне говорит, вы знаете, я так боялась, говорит, да, а вот с вами мне не страшно было, все. Я сделала то, что я могла в отношении ребенка. Это очень, я этому очень рада. Не меньше я рада, когда мне удается во время опроса получить надежные показания, когда ребенок рассказывает все, где, когда, сколько, в какой форме, когда он это рассказывает свободно, без всякого использования наводящих вопросов или подсказок или еще чего-то. Ребенок просто все рассказывает. И рассказывает именно так, мы все это записываем на видео, он рассказывает это со всеми своими переживаниями. Это все видно на лице, это видно в жестах, в мимике. Он рассказывает именно так, как рассказывает ребенок, исключительно своими словами. Вот эти показания детей, они становятся очень надежным источником доказательств для правосудия. То есть мы работаем еще на правосудии. Им нужно иметь надежные источники информации. Да? А самым надежным источником информации является сам ребенок, который оказался жертвой. А реабилитация? А реабилитация, я очень сильно надеюсь на то, что Андрею Михайловичу удастся создать этот механизм. На самом деле здесь же не только Андрей Михайлович, не только международное общественное ведение понимания. То есть на самом деле в создании системы мы очень плотно работаем с ключевыми государственными органами. То есть если мы говорим вообще о системе, нужно начинать с самой верхушки. Наша страна периодически предоставляет Комитету ООН по правам ребенка доклады о соблюдении в нашей республике Конвенции ООН о правах ребенка. Комитет ООН предоставляет заключительные рекомендации, и у нас в стране формируется национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. Вот такой план у нас сейчас действует на 12-16 годы. Во исполнении этого плана у нас подписаны, скажем, более маленькие, локальные планы взаимодействия с ключевыми государственными органами. На сегодняшний день это Министерство внутренних дел, это Следственный комитет Республики Беларусь и это Министерство здравоохранения. Так вот, работая в тесной связке с Министерством здравоохранения, мы как раз и создаем вот этот вот на сегодняшний день пилотный комплекс на базе 4-й городской детской клинической больницы. Там очень активно участвует и комитет по здравоохранению Мингорисполкома, потому что больница-то городская и как бы под их патронатом находится. Кроме этого, я хочу сказать, что такая же система, но в более мягкой форме, она создается на базе социально-педагогических центров. То есть уже есть обученные специалисты по проведению песочной терапии, других проективных методик, которые могут помочь в той ситуации, когда травма не глубока и не затронула много сфер человеческой психики у ребенка. Ведь на самом деле у каждого из нас есть свой индивидуальный показатель стрессоустойчивости. И, по сути, переживание вот этой стрессовой, травмирующей ситуации происходит у нас по-разному. То есть одни люди реагируют на это очень бурно, резко и болезненно, и у них наблюдаются яркие проявления посттравматического стрессового расстройства, а у других людей ввиду высокой стрессоустойчивости эти проявления малы, незначительны, не затронули глубоко психику. И в этой ситуации можно обойтись 10 сеансами песочной терапии или других проективных методик, собственно, на базе социально-педагогического центра. И наши образовательные психологи достаточно квалифицированы и подготовлены для того, чтобы такую помощь оказать. Но бывают случаи очень тяжелые. Случаи, когда ребенок совершает попытку суицида, случаи, когда у ребенка наблюдаются просто катастрофические изменения в самооценке, когда у ребенка очень серьезное отклоняющееся поведение, сексуализированное поведение, тогда в дело вступают медицинские психологи, детские врачи-психотерапевты и детские врачи-психиатры. К сожалению, у нас в стране этот отряд очень маленький. Детских врачей-психотерапевтов у нас чуть более 20, и это на всю страну.
И вот когда ситуация с этим случаем, с огромным числом детей, ну, среди них много взрослых, тем не менее около трети детей, а треть это 3000, 3500, это большое число. И на самом деле такому малому числу специалистов очень трудно будет справиться, даже работая день и ночь. То есть вопрос на сегодняшний день стоит об укреплении этой службы, об укреплении службы оказания психотерапевтической помощи населению, в первую очередь детям. Я на самом деле благодарен всем нашим партнерам, коллегам, потому что партнерство, оно выстраивается честное, спокойное такое, справедливое, да. У нас, ну да, есть шероховатости, есть определенные вопросы, да, но когда вот случилось дело велосипедистов, да, то есть мы просто забываем об этом и сейчас говорим совершенно о таких, что ли, прагматичных вещах, которые могут, что ли, помочь сформировать эту систему и сделать ее результативной, эффективной. Низкозатратной, но тем не менее эффективной. Мы понимаем, что мы не Америка, мы не Швейцария, да, и у нас денег не очень много в стране. Тем не менее, те затраты, которые могут быть понесены не, скажем, не очень большого порядка, могут дать очень хороший эффект. Но опять же, вы помните теорию точек роста, да? То есть если грамотно найти ту точку, в которой произойдет рост, то результат будет очень хорошим. Ну, вы видите в этом отношении положительную динамику? Конечно, конечно. Ну, мы работаем на этом. На самом деле, если говорить о вот этих рамочных условиях, когда создавался национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав, туда попали 3 наших ключевых пункта. То есть это развитие инструментов сообщения, горячих линий для детей, это развитие условий для дружественного участия детей в уголовном процессе, детей-жертв, и это партнерство государства и гражданского общества для защиты детей. То есть там хитро, конечно, бюрократическим языком изложен 67-й пункт национального плана, там, привлечение ресурсов общественных объединений в реализацию данного плана, но тем не менее мы называем это просто партнерство гражданского общества и государства в защите детей от насилия. И это позволяет нам, собственно, изыскивать ресурсы, в том числе внешние ресурсы, внебюджетные, негосударственные, для того, чтобы содействовать развитию вот этой вот системы. И, ну, инструменты есть, и на самом деле важно грамотно их использовать. Спасибо большое вам за дискуссию. Вы смотрели дебат-шоу «Угол подозрения». С вами были его ведущие Саша Гойшик и Катя Пытлева. Берегите свои семьи и своих детей. До свидания. Не верю. Ну не верю. Куниковский не обязан всему верить.